В ночь со 2 на 3 декабря следователи прокуратуры при оперативном сопровождении прибыли в новый район и провели обыск по месту жительства у гражданок Лариты Халваш и Анжелы Бранзе. Ранее в их отношении Следственным управлением Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным частью 2 статьи 321 Уголовного кодекса Абхазии «Оскорбление представителей власти». В рамках расследования уголовного дела прокуратурой города Сухум было принято решение о производстве неотложного следственного действия, касающегося обыска по месту жительства указанных лиц в целях изъятия вещественных доказательств. Указанная норма Уголовного кодекса Республики Абхазия предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 1 года. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на сбор и фиксацию доказательств. Будет решаться вопрос назначения судебных экспертиз, так как предварительное расследование находится на первоначальном этапе. Во дворе Бранзе во время проведения оперативных мероприятий группа людей стала препятствовать работе сотрудников правоохранительных органов. Среди них были замечены один из лидеров оппозиции Кан Кварчия, депутат парламента Алмазхан Ардзинба и другие сторонники оппозиции. Собравшиеся агрессивно отреагировали на появление съемочной группы АГТРК и воспрепятствовали их работе. Это кадры любительской съемки. В настоящее время материалы следственного дела направлены в городской суд для дачи их правовой оценки. В отношении подозреваемых Халваш и Бранзе сегодняшним числом прокуратурой города Сухум будет с их участием произведены необходимые следственные действия, в том числе допросы и последующий процессуальный осмотр. В различных группах в Фейсбуке анонимы унижают чиновников, госслужащих и обычных граждан Абхазии. Среди порочащих постов была публикация о семье замминистра туризма Дату Каджая. Узнав, что в новом районе выявлены анонимы, Дату сам прибыл на место. По словам очевидцев, собравшиеся, увидев представителя власти, начали общаться с ним на повышенных тонах. Перепалка слов переросла в потасовку. Дату Каджая получил увечья. Позже в сети появилась информация, что замминистра стрелял. Данный факт пока не подтвержден. Идет расследование. При этом Дату Каджая сам явился в УВД. В отношении гражданина Каджая в управлении внутренних дел по городу Сухум находится материал проверки. В настоящее время проводятся неотложные следственные оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств имевшего место события, и его действиям будет дана в кратчайшие сроки уголовно-правовая оценка и будет рассматриваться вопрос возбуждения уголовного дела. Ночью 2 декабря в своих выступлениях представители оппозиции говорили, что во время инцидента один человек получил ранение. Мы связались с сотрудниками республиканской больницы, чтобы уточнить данную информацию. Однако раненый в медучреждение не поступал. В больницу обращался Дату Каджая. Попал с диагнозом ушибленная рана теменной области. ПХО сделали, обработали. Кроме него еще раненый был Нет. в этот день? Больше никто к вам не поступал? Нет. Провокационные призывы оппозиции невозможно обойти. Уже после потасовки в новом районе группа людей от оппозиции направилась на госдачу президента, требуя встречи с главой государства. Кого посадили, я не знаю, я не могу раззнать, кто там виновен, кто конкретно стрелял, там, наверное, разберутся. Кого там в детей стрелял, или что он там делал, я не знаю. Я лично этому не видел, но я знаю, кто там стрелял. Это пусть само разбирается. Ближе к вечеру 3 декабря стало известно, что распоряжением премьер-министра Александра Ангваб Дату Каджая освобожден от занимаемой должности замминистра туризма. Сария Кварацхеля, Асмат Гуния, Алексей Баструков, Арина Агухава, Абхазское телевидение.